друзья, уважаемые жюри, участницы конкурса. Мы рады приветствовать вас на конкурсе «Красота без границ». Давайте познакомимся с участницами конкурса. Участница под номером 1 Евдокия Прокопьева. Video gününden gündü görüntüler, ubastavullar güldür süber. Ehiyağa sakalı sayağız, uran kaydı uyağız, nörünler göy, uruy aykal boluktur. Республиканская техника интернатка организации социокоммуникации бағалары үйрені сылтығын. Толбуян толқында бүлі өріс қачытыптан үйәе бүліне әлегіттен төріттәқпін. Тұхынча 992 сыллаққа 10-9 күнігер Прокопьевта чекергенге басты қоғаннан күн сіріздер бүдім. Ия Прокопьева Мария Прокопьевна, ағам Прокопьев Виктор Михайлович, Билге дәрәбіттен бәхебет, толқыларым Ани Мойда студенткалар, бұрақтырым Данил Антон Оғысардың иділләчілері. Тұхынча 999 сыллаққа аң маңнай осқолаға келбідім, онына 2010 сыллаққа маңа соққыз қолдығы өрнен сетихиляқтық білдер бідім. Өріқпін білерәк Чопускайдағы медицинскай колледжға формация білдігер тұттарсан өріққа келбідім. Өріғі мәләдебетке ордық сөбілен спортынан жарықтанан орта өріқта көділі бұд баскетболда онда лөкта тетігаға 100 месті болдым. Оның жылжан, әміскі алжан өріқпін тоқтадорға санам бұдым. Ол кәдіне 2-3 сылларға, техника интернатқа спортны үйдетін бағалар стихилияқтық білер бідім. Білігін яхияға көрдірірбін көңіллән, бәйін текбет үлелербін. Шаг будущей профессию кытдан диплом второй степени бол будым. Кылжан табаран спортын бұраққатағым. Гонки на колясках 2 место болдым. Стяжи волейболда 2 место болдым. Осылға Москва қорықты ұтылығын Паралимпийский фестивальға ағас көріндергі кыттан путевкандан нағаранламыдым. Бұл конкурсқа кыттар сылып ден жылы сәргені кытта білсігі манны күдеуімге бұл конкурсқа кытта тұрарбыттан олыс ден жөребін аты барлар кәрек оларға стихилері бағарабын. Лоқомдан кесідан ұлатын. Следующая участница под номером 2 Алла Решетникова.
Здравствуйте, уважаемые члены жюри и гости. Меня зовут Алла Рашид, 34 года, из города Якутска. Расскажу ли вам все сначала. Я родилась, заулыбалась в морозный вечер декабря, и руки мамы согревали, любовь и нежность твою даря. Ни секунды сомневаясь, прижала к сердцу она меня, когда врачи, словно нож вонзая, сказав: оставь ее, она больна. Родителям моим большой поклон за детство, за мечты, за радость, за то, что жила почти без слез, за то, что они не сдавались. Моим друзьям, что верили в меня, помогли найти работу инженером-программистом, где душой отдыхаю я. Так, однажды в интернете я встретила принца своего. И словно в сказочный мир попала, и в любовь окунулась с головой. Вдруг, быстро взяв все в свои руки мужские, превратил он в реальность мой мир, где мы тихо с ним поженились, без фанфар, фейерверков, ампир. И вот, вы самые счастливые на свете. У нас родился наш хранитель нашего долголетия, опора в будущем, он наш герой. Очаровательным участницам я пожелаю меньше волнения и уверенности, ведь мы хотим оставить вам хорошие впечатления. Спасибо. Встречайте участницу под номером 3 Галину Лаптеву. Добрый вечер, дорогие. Представиться. Меня зовут Галина. Приехала я в далекий Колымский берегу. Летом белые тучи, а зимой самые длинные темные ночи. Родилась и выросла в поселке Сургута. Жизнь приготовила мне такую книгу, которую я не могла изменить, но благодаря своим большой дружной семье и моим верным друзьям я не считала себя неполноценной и ущербной. Отучилась в школе, заочно получила образование психолога. Работала в школе 10 лет, была молодежью. Добрый вечер, дорогие зрители, председатели и члены жюри. Позвольте представиться. Меня зовут Соловьева Кенней. Родилась я 22 февраля 1981 года в городе Якутске единственным и долгожданным ребенком. Согласитесь, отличный подарок ко дню защитника Отечества папе, а также на день рождения мамы. Дальше все как у всех. Садик, школа, вуз.
По окончанию я начала работать в средней общеобразовательной школе номер 35 города Якутска учителем английского языка. Параллельно получила диплом в Институте управления при президенте по специальности управления персоналом. Но в жизни бывают такие моменты, когда нужно задуматься, переосмыслить все происходящее. И в такие... все происходящее. И... Извиняюсь, я очень волнуюсь. И главное, что я поняла, так это то, что жизнь и есть ценность, каждый прожитый нами день. Никогда нельзя опускать руки, нужно ставить перед собой цели и идти вперед, не оглядываясь назад, даже если это прошлое было очень хорошим. И я научилась любить свою жизнь во всех ее проявлениях. Сейчас я совместила два своих любимых дела, это преподавательскую и управленческую. Мы вместе со своей подругой открыли частную группу продленного дня для детей начальных классов, где мы занимаемся обучением и развитием маленьких школьников. Мы пошли на этот шаг намеренно для того, чтобы подрастающее поколение выросло с пониманием того, что в обществе люди не делятся на инвалидов, и простых людей. Они должны знать, что человек с инвалидностью – это такой же член общества с такими же правами и обязанностями. И если мы достучимся хотя бы до нескольких из них, то мы посчитаем, что наша цель достигнута. Я уверена, что все меня, сидящие здесь, поддержат, что нет ничего лучше, чем видеть глаза детей, полные добра, искренности и доверия. И в такие моменты мы понимаем, что жизнь прекрасна. Сегодня смогли подойти две девочки из продленки, в которой работаю я. Мы тебя верим, Гюльней. Ты очень хорошая учительница английского языка и очень красивая учительница. Желаю тебе счастья, здоровья и победы, Гюльней. Внимание, участница под номером 5 Русанда Матвеева. Добрый день! Разрешите представиться. Меня зовут Матвеева Русанда. Я родом с Вилюйского Улуса. Проживаю здесь, в городе Якутске. Детство мое прошло не так уж красочно. Оно прошло у меня в 4 стенах моего дома. После окончания школы я поступила в лицей-центр для инвалидов. Я там проучилась 2 года. Закончила с красным дипломом по профессии бухгалтер. Открыл для меня мой жизненный путь, дал мне крылья к новому миру. После лицея-центра я также поступила в Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации на экономиста. Также в этом году я заканчиваю Якутский экономико-правовой институт Академии труда и социального отношения по специальности финансы и кредит. Мое увлечение – это рисовать в аниме-стиле. Сейчас я немножко покажу свои рисунки. Пишу свою авторскую книгу под названием «Кюс Джилхата» в переводе «Судьба девушки».
течение многих лет я уже на профессиональном уровне занимаюсь якутскими настольными играми «Каблык» и «Хамска». В будущем хочу открыть свое дело, завести семью и издать свою авторскую книгу. Я очень рада, что выступаю в таком прекрасном конкурсе, ведь у меня никогда не было возможности выступить в таком конкурсе красоты. Каждый человек должен преодолеть свой барьер, и какова судьба не была тяжелой. Мой девиз жизни – это никогда не сдаваться и никогда не оставаться на достигнутом. Благодарю за внимание. Медяникова Любовь, мне 23 года, я из Якутска. Сейчас учусь в Московском государственном университете туризма и сервиса. Занимаюсь конным спортом. Мне казалось, что это такие животные со строгим характером. Но со временем поняла, что лошадь становится верным другом, как только чувствует все тепло, которое ты ей даришь. Также увлекаюсь музыкой. Люблю поэзию, в основном стихи Уильяма Шекспира. Ну и, конечно же, у меня есть мечта. После окончания университета хочу получить еще одну профессию фотографа, чтобы фотографировать природу родного края. Ведь я думаю, все со мной согласятся, что Якутия богата по своей природе. И такую красоту, как Ленские столбы, Булус, должны видеть не только коренные жители, но и весь мир. Любая девушка всегда стремится выглядеть достойно в деловых встречах. Именно поэтому второй выход наших конкурсанток – это будет демонстрация делового костюма. И при этом девушки ответят на вопросы, которые будут касаться традиций народа Саха, а также о столице нашей родины, города Якутска. Участница подвоенного Евдокия Прокопьева. Участница под номером 2 Алла Решетникова. Встречаем участницу под номером 3 Галину Лаптеву. Давайте поддержим наших участниц. Участница под номером 4 Тюней Соловьева. Участница под номером 4 Тюней Соловьева. Встречаем участницу под номером 5 Русанду Матвееву. А мы встречаем участницу под номером 6
Ничего поддержим. страшного. Давайте поддержим нашими бурными аплодисментами. Любовь Медяникова, участница под номером 6. Ну, а мы встречаем участницу под номером 7, Лилию Егорову. Я думаю, мы начнем с участницы под номером 1, Евдокии Прокопьевой. И первый вопрос. Какая поддержка у Евдокии. Первый вопрос. Как хорошо вы знаете якутские сказки? Кому обратилась с вопросом «Хорош ли ты, старуха Таал-Таал?» в первую очередь? Кальду. Ответ Евдокии это ко льду. Ага, И это, правильный ответ. конечно же, дорогие зрители, болельщики, мы напоминаем, что мы будем задавать нашим очаровательным дамам по 2 вопроса. Сейчас Евдокия будет отвечать на второй вопрос. В 2005 году эта международная организация признала Аланхо шедевром устного и нематериального наследия человечества. Что же это такое? Какая международная организация? ЮНЕСКО, да? Ответ ЮНЕСКО, и это абсолютно Правильный правильный ответ. ответ. Давайте поаплодируем нашу прекрасную участницу под номером 1, Евдокии Прокопьевой. И я перехожу к участнице под номером 2, Алле Решетниковой. Алла, когда был основан город Якутск? 32. В 1632 году? Друзья, правильный ответ? Правильный. Прекрасно. Итак, задавайте второй вопрос, Марь. Кто такой Виктор Лебедев? 4-кратный чемпион мира по вольной борьбе. 4-кратный чемпион мира по вольной борьбе. Айдыс. Я, конечно же, из другого региона, я из Москвы, и могу многого не знать, но как ты думаешь, это правильный ответ? Ну, конечно же, правильный ответ. Правильный ответ. Давайте еще раз поаплодируем нашей участнице. Друзья, у нас конкурсантки не только красивые, но еще и умные. А это такая редкость в наше время. Да. У нас участница под номером 3, Галина Лаптева. Итак, вопрос для очаровательной Галины. Какая же была первая якутская красавица? Это у нас Ярмако. Во всех эпосах это у нас Ярмако. Ага. А какая у нас была первая официальная красавица? Наша очаровательная жюри Алена Алексеева. Алена Алексеева. Это абсолютно правильный ответ. Итак, переходим ко второму вопросу, да? Да. У меня их тут много для наших участниц. Еще бы знать ответы на них. Не пугайте их, они и так волнуются. Сколько улусов в республике Саха-Якутия? Хорошо подумала Галина? Абсолютно верно. 35. Молодец, это была у нас участница под номером 3, Галина Лаптева. А я перехожу к участнице номер 4, где он? Ага, номер 4, Кюннель Соловьева. Кюнне. Что положила старушка Бейберекен под подушку, чтобы превратить это в прекрасную девушку? Очень сложный вопрос.
Только мне не изменяет память, это растение хвощ. Нет? Растение хвощ. Ответ. Ага. Друзья, а кто знает ответ? А я знаю, потому что у меня написано на бумажке. И это абсолютно верный ответ — полевой хвощ. И второй вопрос. Второй вопрос. Что такое сели? Она немножко неправильно это произносит, но ничего страшного. Что такое, наверное, сели? Да, сели? Да? Да? Да. Думаю, да. Очень хорошо. Сели — это в переводе с якутского на русский мамонт. Мамонт. Абсолютно верно. Я, к сожалению, не знаю, как мамонт будет на якутском, но абсолютно верю и Кюнне, и абсолютно верю Айдысу. Замечательно. Сели — это мама. Не сели, дорогие друзья, а сели. Я чувствую, после конкурса я буду знать якутский язык. Итак, мы переходим к следующей нашей участнице под номером 5, Русанде Матвеевой. Русанда, что соединяет три мира: верхний, срединный и нижний в эпосе Аланхо? Аллухас. Ответ Ал-Лук-Мас. Абсолютно верно. Замечательно, переходим ко второму вопросу. Самое большое книжное издательство в городе, нет, не в городе, вообще в Якутии. Ответ Бичик. Абсолютно верно. Я думаю, это уже верный ответ. Итак, спасибо большое. Мы переходим к следующей нашей участнице под номером 6, Любови Медянниковой. И первый вопрос. Какие-то у нас сложные вопросы. Наши конкурсантки, я просто снимаю шляпу, преклоняюсь перед ними. Ну, они настоящие патриотки, они знают традиции своего народа, естественно, историю своей столицы. Замечательно. Любовь, а вы знаете полное имя первого президента Республики Саха-Якутия? Михаил Ефимович Николаев. Ответ Михаил Ефимович Николаев. И это абсолютно верный ответ. Переходим к следующему вопросу. Назовите семикратного победителя игр Дыгына. Виктор Белолюбский. Ответ Виктор Белолюбский. Немножечко, конечно, у него было другое имя, но я думаю, что Иван Белолюбский на нас не обидится, правда? Ну ничего Тем страшного. более, когда он увидит такую очаровательную Любу, то, конечно, растает. Естественно. Ответ Иван Белолюбский. Лилия, вам достался очень сложный вопрос. Это даже не вопрос. Прочитайте отрывок стихотворения из школьной программы «Наизусть». Давайте поддержим Лилию бурными аплодисментами, пока она в своей памяти перебирает всю школьную программу. Таблицу умножения нам пока не надо. Белеет парус одинокий в море, глянет в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Прекрасно. Прекрасно. Итак, следующий вопрос. Кто автор исторического романа о первом главе народа Саха, сплотившем их Тыгын Дархане? Тыгын Дархан, наверное, да? Я так и сказала. Да, действительно. Дархан и Дархан. Я думаю, писатель Далан. Ответ Далан.
Далан, абсолютно верно. Это Василий Семенович Яковлев Далан. Организаторы этого конкурса не зря назвали следующий тур «Таланты и поклонники». Я очень люблю вышивать. И хотела подчеркнуть свою индивидуальность и создала вот эти украшения. Эти работы сделаны с любовью и с терпением, чтобы подходило к каждому моему наряду. Моя мечта и план на будущее – это создать свою коллекцию. Спасибо большое.
that glow. I'm a diamond glint on snow. I'm a sunlight on ripened grape. Когда себя вдыхаешь такой стих, даряет столько мыслей, чувств, поэм, что не запишешь на бумаге их. Благодаря самого себя, достоинство найти в моих стихах. Кто ж будет не воспоет тебя, когда твой цвет горит в его мечтах. 10-й музой в 10 раз славней, чем прежних 9 для поэта будь. Стихи такие с ним создать сумей, чтоб проложить века смогли свой путь. Если укажу потомкам я, то мой лишь труд, а слава вся твоя. Сонет номер 39. О, как же я могу воспеть тебя, когда ты часть меня же самого? Кого хвалил я, как не сам себя, и самохвальство это для чего? Так лучше брось, мы будем жить с тобой, любовь единством свадьбу прекратим. Тогда заслуг не сможет голос мой воздать хвалу достоинством твоим. О, сколько б ты несла разлукому, коль времени не оставляла ты, мечтами о любви, занять досуг, обманывая время и мечты. И не твоим от нас, кто вознесли, оставшихся тех, кто там вдали. Спасибо большое.
hadirin saini geri-geri Tuanginin konularga Minta geri-geri sibeki Puji narin sarda Sarda sibeki engkeri Tunggu termintu hati Sardana geri mulut Jomlu hati gergetu Sainan Участницы конкурса с особым волнением готовятся к следующему туру конкурса. Перед вами девушки продемонстрируют вечерние наряды. Участница под номером 1 Евдокия Прокопьева. Участница под номером 2 Алла Решетникова. Встречайте участницу под номером 3 Галину Лапцеву. Под номером 4 Кюней Соловьева. Встречайте участницу под номером 5 Русанду Матвееву. I'm awake in the infinite cold.
Идянникова. Встречайте участницу под номером 7 Лилию Егорову. Давайте поприветствуем всех участниц нашего конкурса. Мне бы хотелось начать вручение призов по номинациям. И мне досталась первая номинация – приз зрительских симпатий. Я еще не знаю результат. Итак, дипломом награждается девушка, завоевавшая титул «Мисс зрительских симпатий» городского открытого конкурса «Красота без границ 2014» Соловьева Кюнней. Мы поздравляем. И разрешите вручить диплом номинации «Золотое сердце» Прокопьевой Евдокии. Хлопаем. Итак, мисс очарования Любовь Медянникова.
номинации «Мисс Дарование» городского открытого конкурса «Красота без границ-2014» победила Матвеева Русанда. Наградить дипломом «Мисс Элегантность» Егорову Лилию. Итак, разрешите назвать, озвучить имя мисс Креативность Решетникова Алла. Итак, в номинации «Мисс Артистичность» побеждает Лаптева Галина. Так, теперь к самому главному. Не просто нам было выбрать, но мы единогласно сошлись, скажу вам так. И победительницей сегодняшнего конкурса «Мисс Красота без границ» стала Евдокия. От салона греческих шуб СРБГ победительнице вручается шуба.
мероприятие завершилось, и мы, конечно, очень довольны. Мы очень благодарны нашим участникам, всем девушкам, кто нашел в себе силы, кто сумел выдержать вот этот марафон, потому что я понимаю, как не просто участвовать в любом конкурсе, особенно, наверное, вот в таком конкурсе красоты. Мы благодарны всем нашим спонсорам, мы благодарны очень Русскому драматическому театру, который открыл для нас свои двери и всегда принимает с удовольствием людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас наша задача подготовить победительницу конкурса Евдокию Прокопьеву для участия во всероссийском конкурсе в Москве, где она будет представлять наш город и нашу республику. Я думаю, что сегодня у всех очень хорошее настроение. Сегодня получился замечательный праздник. Праздник и немножко со слезами, но в то же время с очень такими хорошими слезами. Со слезами, наверное, радости и гордости за наших участниц. Мне хочется сказать спасибо и всем организаторам, конечно, участникам и нашему зрительному залу, который так хорошо принимал наших девочек.